Желчный пузырь находится у нас под печенью и является резервуаром для желчи. Желчь участвует в пищеварении, расщепляя жиры. Самой частой патологией желчного пузыря на сегодняшний день является желчекаменная болезнь. Также встречаются бескаменные холециститы. Холецистит – это воспаление желчного пузыря. Периодическими болями в правом подреберье, горечью во рту, повышением температуры тела, нарушением пищеварения, метеоризмами. Осложнениями желчекаменной болезни могут быть желтухи механического характера. Врач должен вам назначить ультразвуковое исследование брюшной полости. Это является скрининговым методом для определения желчекаменной болезни. После УЗИ может понадобиться дополнительное, более глубокое обследование для выявления камней в желчных протоках. Также могут быть необходимы лабораторные методы исследования, такие как определение уровня билирубина, амилазы, общий анализ крови. Камни в желчном пузыре в редких случаях можно лечить консервативно. На сегодняшний день имеются препараты, которые помогают растворить этот камень в желчном пузыре. Однако действию этих препаратов подвержены не все камни желчного пузыря, а только белковые. Их по статистике встречается 15-20% случаев. Показанием к оперативному лечению при желчекаменной болезни является наличие камней в желчном пузыре, а также наличие хотя бы одного приступа печеночной колики в течение жизни. Выхождение камней за пределы желчного пузыря и с развитием механической желтухи. На это будут указывать лабораторные методы исследования и появление желтушности кожи и склер. Качество питания, нормализация количества приемов пищи. Ведь каждый прием пищи высвобождается новая порция желчи, и это ведет к уменьшению застоя желчи и профилактике образования камней в желчном пузыре. В нормальных условиях человек должен питаться от 3 до 5 раз в течение дня, и это является абсолютной нормой. По возможности избегать употребления жирной пищи, жареной пищи, нормализация массы тела, активный образ жизни.